Калмыцкие воспитанники привезли награды разного достоинства по грэпплингу. Соревнования проходили в Ставрополе, где взяли первое общекомандное место, и в городе Аксай Ростовской области, где проходил чемпионат Южного федерального округа. С юными спортсменами познакомился мой коллега Адиян Бакаев. Кирилл Глазырин 7-й год занимается грэпплингом. За это время его копилка наград пополнилась медалями и кубками разных достоинств. На отборочные соревнования в городе Аксай от своего клуба он поехал один и занял первое место в разделе ГИ и второе место в разделе ноуги. По словам Кирилла, собой очень доволен и очень рад тому, что будет представлять республику в предстоящем чемпионате России. В тренировочном процессе отдает полностью себя тренировкам, а в планах у спортсмена стать бойцом смешанного стиля. В целом собой доволен, есть над чем работать. От республики ездил я один на чемпионат ЕФО по взрослым. Соперники все были подготовлены, хорошие. Это для меня новый вес, 77 килограмм, я только недавно в него вошел. Подготовка у нас идет постоянная, мы тренируемся в обед вечером. Я также тренируюсь по смешанным единоборствам, и про борьбу тоже не забываем. Как тренировался утром, вечером, приехал, также продолжаю тренироваться, сейчас готовиться. У нас помимо грэпплинга есть еще другие турниры, панкратион, ММА. На них тоже будем готовиться, выступать, и дай бог все будет нормально, получится все. Работа тренера очень важна для наставления спортсмена. Как побороть эмоции, построить план ведения схватки, настроить спортсмена на победу. Таким является Эдяш Эсенов, который в детях видят только восходящих звезд грэпплинга. Чтобы добиться результата, надо заниматься, проводить анализы и работу над ошибками. Результат для спортсмена, по словам тренера, это опробовать то, что они готовили на тренировках, закрепить тот материал, которым им дал наставник, а занять пьедестал почета – это показатель усердной и кропотливой работы детей. В Ставрополь мы стараемся выезжать чаще, так как они проводят турниры практически каждый месяц, где-то так. Возьмем туда в основном и сборную команду нашу, которая уже участвует на таких уже международных, межрегиональных турнирах, так и молодежь, которая только начинает свой опыт спортивный. Результаты там очень были такие, достойные, хорошие. Первое общекомандное место. Спортсмены волновались. Кирилл, более опытный, он справился с этими волнениями, настроил себя. А дети, девочка у нас волновалась, Бальджира, она нашла в себе уверенность, так можно сказать. То, что мы туда не зря приехали, показать, почувствовать подготовку, к чему она готовилась, то и показала, в принципе. Детей, которые пришли впервые в зал спортивной борьбы, сразу заинтересовала эта дисциплина. Так как спорт очень красивый, есть много аспектов, требует концентрацию внимания и творческий подход к проведению схваток. Тренировки у ребят оставляют только хорошие впечатления. Воспитанникам хочется узнать что-то новое или закрепить наработанные приемы. На соревнования юные спортсмены выезжают часто, чтобы приобрести опыт в схватках с представителями других регионов. Такими турнирами стали всероссийские турниры в городе Ставрополь и чемпионат ЕФО в городе Аксай Ростовской области. Я недавно боролся на турнире в городе Аксай, занял первое место, провел 2 схватки. Волнения практически не было, потому что это уже не первые соревнования. Недавно ездили в Ростов-на-Дону, в город Аксай, на соревнования по грэпплингу. У меня была одна соперница. В ноуги я проиграла, в ГИ выиграла. Заняла 2-е и 1-е. Грэпплинг – это разновидность единоборств, включающая в себя лучшее из других видов борьбы. Это некий тандем из основных борцовских техник с максимальным упором на болевые и удушающие приемы. Всем этим занимаются калмыцкие спортсмены и не жалеют о своем выборе. Дальше в планах тренеров и их учеников завоевать более высокие награды. Адиян Бакаев, Анатолий Кажинбаев, Борис Анжураев. Информационная программа «День Республики».